В этом видео мы докажем вам, что Чагатайское ханство было по сути уйгурским, а уйгуры и узбеки были единым народом в Чагатайском ханстве. Посмотрев на старый город в Узбекистане, вы невольно подумаете, как он похож на Кашгар. Уютные чайханы, исламские арки, шумные базары, старики в тюбетейках пьют чай. Если не сказать, где это снято, трудно понять, это уйгурская автономия или Узбекистан. Все похоже, и архитектура, и одежда, и люди. Это не совпадение, за этим стоят глубокие исторические корни. Поговорим об исторических и культурных связях уйгуров и узбеков. Сначала посмотрим на карту. Уйгурская автономия расположена на западе Китая. Это самая большая часть Китая. Что интересно, она граничит с 3 из 5 государств Центральной Азии – Казахстаном, Киргизстаном и Таджикистаном. Но непосредственно с Узбекистаном, самым близким народом, не граничит. Так были нарезаны границы республик Средней Азии после Октябрьской революции и сохранились после распада СССР. Разделяет уйгурскую автономию и Среднюю Азию очень важная географическая особенность – горы Тянь-Шань. Тянь-Шань тянется от уйгурской автономии через Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. Его длина – 2500 километров. Многие думают, что Тянь-Шань – это естественный барьер. Тянь-Шань не барьер, а, наоборот, удобный переход. Между уйгурской автономией и Средней Азией нет непреодолимой преграды вроде Гималаев. Там степи, пустыни, перевалы. Уйгурская земля и Средняя Азия – это фактически единая географическая зона. Тянь-Шань словно хребет, соединяющий Запад и Восток. Оазисы рек также расположены непрерывно. Так что с географической точки зрения между ними нет четкого природного барьера. Это создавало условия для миграции и культурного обмена на протяжении всей истории. Теперь о населении. Посмотрим, кто живет в уйгурской автономии и Средней Азии. В уйгурской автономии по официальным данным проживает более 12 миллионов уйгуров, хотя по оценкам экспертов их может быть больше 25 миллионов. Разница объясняется тем, что со времен политики одна семья, один ребенок, а для уйгуров 2 ребенка, дети, рожденные сверх рекомендованных 2, не всегда брались на учет. В Узбекистане узбеков около 35 миллионов. Таким образом, уйгуры и узбеки – это основные народы Центральной Азии. При этом они чрезвычайно близки и по языку, и по культуре. Остальные народы значительно меньше по численности и сильно отличаются от уйгуров и узбеков. Поговорим о языке. В лингвистике это большая семья тюркских языков. Она очень широко распространена, от Турции до Средней Азии, уйгурской автономии и Сибири. О них говорит около 170 миллионов человек. Тюркские языки относятся к алтайской семье, хотя эта классификация в академической среде спорна. Тюркская семья языков делится на несколько ветвей. Основа тюркских языков – это уйгурский и узбекский, юго-восточная ветвь. Северо-западная ветвь включает казахский, киргизский, а также каракалпакский. Юго-западная – туркменский, турецкий, азербайджанский. При этом своя письменность была только у уйгуров. Насколько же похожи эти языки? Сходство уйгурского и узбекского – до 80%. Грамматика очень близка, для повседневного общения этого достаточно. Сходство уйгурского и казахского – до 60%. Средняя степень – общаться можно с помощью жестов. А вот сходство уйгурского и турецкого ниже – всего 40%, общаться трудно. Почему же уйгурский и узбекский языки так похожи? Здесь мы подходим к истории. Потому что у этих языков был общий язык-предок – это староуйгурский язык. Исторически уйгуры и узбеки долго сосуществовали в одном государстве, фактически являлись одним народом. Но уйгуры больше имели контактов с Китаем и Тибетом, а узбеки с персами и арабами, и культурный обмен у них различался. Чтобы по-настоящему понять языковую и культурную связь уйгуров и узбеков, нельзя не упомянуть одно ключевое историческое государство, где они жили вместе как один народ – это Чагатайское ханство. В 1206 году Чингисхан объединил монголов и основал Монгольскую империю. Главным союзником Чингисхана стали уйгуры, которые дали бесписьменным монголам уйгурское письмо, администрацию и ученых. Таким образом, уйгурское письмо и язык стали государственными в Монгольской империи.
В 1227 году после смерти Чингисхана империя распалась на улусы сыновей. Старший сын Джучи основал Золотую Орду на территории нынешних России и Северного Казахстана. Второй сын Чагатай основал Чагатайское ханство на территории современной уйгурской автономии и большей части Средней Азии. Третий сын Угадей основал Угадейское ханство, которое тоже находилось на территории уйгурской автономии, но включал и территории Монголии и Российского Алтая. Потомки четвертого сына Талуя основали империю Юань в Китае и улус Хулагу в Персии. Во всех этих улусах государственной письменностью было уйгурское письмо. Чагатайское ханство существовало с 1227 по 1678 год, целых 450 лет. В период расцвета его территория на востоке включала всю современную уйгурскую автономию, на западе – современный Узбекистан и Кыргызстан, на юге – север современного Афганистана, на севере – юг современного Казахстана. Столица сначала была в уйгурском городе Алмалык, а позже перенесена в Самарканд, древний город в современном Узбекистане. Если наложить карту Чагатайского ханства на современную карту, видно, что оно охватывало уйгурскую автономию и 3 среднеазиатских государства. 450 лет правления монголов при фактическом уйгурском культурном и письменном доминировании сформировало единый уйгурский культурный ареал. Естественно, что Чагатайское ханство породило общий литературный язык – уйгурский чагатайский язык. Монгольские правители Чагатайского ханства изначально сами говорили по-монгольски, а для уйгурского населения, которые составляли большинство, использовали уйгурский язык. Со временем монгольские правители постепенно ассимилировались с уйгурами и перешли на уйгурский язык. К XIV веку на базе уйгурского языка сформировался общий язык – чагатайский на арабице. Хотя уйгурское письмо еще являлось государственным как в империи Амира Тимура, так и Золотой Орды, с распространением ислама стали переходить на арабский шрифт. С 15 по 20 век уйгурский чагатайский язык стал общим письменным литературным языком всей Центральной Азии. На нем писали поэзию, историю, религиозные тексты. Знаменитый поэт Алишер Наваи, уйгур по происхождению, писал на уйгурском чагатайском. Его произведения широко распространились в Уйгурии и Средней Азии и считаются классикой уйгурской и узбекской литературы. К XVI веку чагатайский язык стал разделяться. Восточная ветвь развилась в современный уйгурский язык, западная ветвь – в современный узбекский. Это объясняет, почему уйгурский и узбекский языки так похожи. Изначально это был один староуйгурский язык, разделившись на 2 ответвления одного языка. Согласно кембриджской истории Центральной Азии, в Чагатайском ханстве сформировался общий уйгуро-узбекский исламский культурный ареал. Чагатайский язык стал общим языком от уйгурской Таримской впадины до узбекской Амударьи. Посмотрим на культурные обмены Уйгурии и Средней Азии через Шелковый путь. Классический маршрут Шелкового пути начинался в Китае, шел через уйгурские государства в Хэси, Дуньхуан, Турфан, Кашгар, а затем входил в Среднюю Азию. Более 80% Шелкового пути сосредоточилось в уйгурских государствах. В Средней Азии путь расходился на 2 ветви – северная, через Ферганскую долину, Самарканд, Бухару, южная, через Памир и Афганистан, в итоге вела к Средиземному морю и в Европу. Положение Уйгурии на Шелковом пути было исключительно важным, она была обязательным перекрестком между Востоком и Западом. Уйгурская земля с древности была центром обмена между ведущими 4 мировыми цивилизациями – китайской, персидской, индийской и греко-римской. Товары с востока на запад везли шелк, фарфор, чай, бумагу. С запада на восток – стекло, драгоценные камни, специи, виноград и сухофрукты. Технология производства бумаги из Китая и от уйгуров перешло в Среднюю Азию. Иноградарство из Турфана пришло в Китай. Буддизм из Индии через уйгуров попал в Китай. Ислам через Среднюю Азию пришел к уйгурам. Буддизм, манихейство, несторианство, зороастризм были ранними религиями уйгуров, которые заменил ислам. Общие черты в архитектуре уйгуров и узбеков особенно заметны и отличаются от арабской. Исламский архитектурный стиль единый в уйгурской автономии и в Узбекистане. Цветная плитка с преобладанием синего и зеленого, арочные окна и двери, большие купола, геометрические и растительные узоры. Если сравнить мечеть Идках в Кашгаре и мечеть Биби-Ханым в Самарканде, они окажутся поразительно похожи. Минарет Имин в Турфане и минарет Калян в Бухаре
Архитектурный стиль также единый, построенный уйгурскими ханами. О схожести кулинарной культуры и говорить не приходится. Лепешка нан – основной продукт и уйгуров, и узбеков. Плов готовят одинаково, шашлык, манты, шурпа и все остальное. Все это очень распространено и у уйгуров, и у узбеков. Чайная культура тоже общая. Одинаково пьют черный и зеленый чай, используют одни и те же чайные наборы, пиалы и чайники похожи, даже чайные церемонии очень схожи. Что касается одежды, тюбетейки и чипаны у уйгуров и узбеков практически неразличимы. Музыкальные инструменты – дутар, рубаб, даб. Все эти инструменты популярны и у уйгуров, и у узбеков, и манера игры тоже одинаковая. Ковроткачество – общая традиция, долгая история, узоры и техники очень схожи. Столько общего – это же один и тот же народ. Но почему же сегодня уйгурская автономия и Узбекистан все-таки не совсем одинаковы? Тут нужно вспомнить о грандиозных изменениях, произошедших в 20 веке. Советский Союз создал 5 среднеазиатских республик и проводил там политику русификации, что сильно повлияло на регион. Самое заметное – реформа письменности. СССР перевел письменность с арабского алфавита на латиницу, а потом на кириллицу. Уйгуры же продолжают использовать арабский алфавит, сохранив тысячелетнюю письменность. В итоге языки похожи, но письменности разные. Теперь уйгур и узбек могут легко общаться устно, но не прочтут письменность друг друга. Итак, уйгурский язык – общий предок тюркских языков. Общий культурный ареал Чагатайского ханства – уйгурский. Культурные связи, тысячелетний обмен по шелковому пути, высокая схожесть архитектуры, кухни, искусства. Если найдете разницу между уйгурами и узбеками даже сегодня, поделитесь. И как вы думаете, наступят ли времена, когда уйгуры и узбеки вновь окажутся в одном ханстве?